я, соответственно, хотел бы сейчас с вами со всеми познакомиться, да, и как бы я рад, что, во-первых, как бы, то есть и надеюсь даже на то, что тут собрались не просто, допустим, да, какие-то там руководители местных там советов или прочих, да, и меня интересует как раз непосредственно работа с гражданами, жителями домов, старостами, соответственно, да, которые могут озвучить те или иные проблемы, и как бы мы каким-то образом будем, соответственно, вам, скажем так, содействовать в решении. Потому что я могу вам так сказать, да, ну, маленько пошучу, да, скажем так, сегодня к вам вот в Губинскую управу, скажем так, приехали ревизоры, да, потому что мы, как у нас второй состав, да, общественной палаты города Якутска, да, то, что вот мы непосредственно в данное время сейчас делаем, да, непосредственно работу с гражданами, такого практически не было, да, и у меня есть полномочия от нашего руководителя города, да, Александра Сергеевича Николаева, соответственно, то есть непосредственно я могу, принимая ваши обращения, жалобы, да, или иные какие-то сигналы, да, везде есть, или предложения, допустим, да, какие-то, да, я могу эти предложения доводить до, соответственно, руководства города. Ну, естественно, представитель управы обязаны на это реагировать. Вот. Маленько расскажу по поводу нашей рабочей группы. Рабочая группа наша достаточно сильная, да, занимается непосредственно работой с гражданами, да. Это вот у нас, допустим, Альбина Михайловна, она представление особо не нуждает, все ее знают, да. Вот, это Сергей Вадимович Погорелов, да, действующий юрист, да, адвокат, занимается, имеет большой опыт в решении тех или иных юридических проблем, большой опыт у него в судах. Но также в нашей рабочей группе есть в качестве экспертов есть сотрудники, скажем так, бывшие сотрудники, ну, буквально до недавнего времени были начальниками Следственного комитета, да, некоторых УЛУСов, да, и даже сотрудники ФСБ. То есть, соответственно, работа у нас такая достаточно серьезная, поэтому мы готовы вас выслушать. Вот к нам присоединилась тоже член палаты Виктория Валерьевна, как раз она специалист по образованию, по социальным вопросам, да, я уже ее так по умолчанию включил, поэтому давайте общаться, да, знакомиться. Ну, у меня один вопрос, несколько вопросов волнует, конечно. Можно чуть-чуть сказать? Человек говорит? Нет, я... Не вам, это просто там. Вот, у меня один вопрос, первый вопрос, вернее. На площади Орджоникидзе мне совершенно не нравится вот эта стена, которая называется цветочной, да? Фитостена. Первый год там хорошо было. В этом году, посмотрите, позор. У меня есть фотографии, где вот голые горшки с черной землей. И она периодически становится рекламной стеной. Согласен. Я сама инженер-строитель. Я считаю, что эта фитостена не украшает площадь. Наоборот, как говорится, уродует нашу площадь. И так она маленькая. Я, например, я бы хотела, чтобы ее убрали вообще. Мы тоже хотим убрать. Она, во-первых, небезопасна. Я детям говорю, вы близко не стойте, сильный ветер там или еще что, она может упасть. И второе, ну я вот в управу обращалась, к сожалению, не приняли мер. У нас на 202 микрорайоне, на конечной остановке, летом мы просили старосты Сташковой, я просили на остановке там большие ямы, и просила, чтобы отремонтировали сразу, когда вот дорожники прошлись, ямочный ремонт сделали. И вот этот кусок остался. Я говорю, мы подошли к бригадиру, он говорит, сделаем, так и не сделали. Дело в том, что там из-за этих ям на конечной остановке автобусы останавливаются на проезжей части. Эта стена, по-моему, стоит когда ее разбирают, она вот, хранится вот в службе эксплуатации городского хозяйства, там же на площади Орджоникидзе. То есть, скажем так, я этот вопрос непосредственно подниму очередной раз, да, поэтому мне тоже она особо не радует, скажем так, и готовится, да. То есть берем мы ее, да. И тем более, меня также абсолютно не устраивает то, что ее используют в качестве бесплатной рекламной, скажем, конструкции для известных наших политических партий, да. В этом плане я с вами абсолютно согласен, да. По поводу, вот, вы сказали, что управа, да, не отреагировала, это вот по поводу вот этих, да? Я отправляла WhatsApp сообщение несколько раз, так и... Мы поясним по этому поводу. Пусть про это... Да, Ну что же прям WhatsApp сообщение? Просто я переведу, извиняюсь, у нас некоторые жители WhatsApp, когда отправляют, мы сразу реагируем, например, да, отвечаем. А вот такие вопросы, видимо, мы не довели до конца, вот не дошли до Алексея Юрьевича, мы дошли.
45, Добрый день всем. Меня зовут 36. Анна Валерьевна Помогаева. 74. Я И еще сотовый. активный родитель школы 21, да, бывший председатель школы. Сейчас просто как бы активная позиция, да. Наша школа очень хорошая, вообще округ замечательный, да. Дети очень активные, да, постоянно участвуют в различных мероприятиях, да, и в озеленении, и постоянно тесное участие вот с Губинским округом, различные мероприятия, да. Наша школа лично курирует ветеранов, да, и знаете, это такое теплое знакомство, как вот внуки, да, родители, получается, не просто вот 9 мая как бы вспомнить, а стараются, да, постоянно. Вот, но у нас есть такая проблема, и с этой проблемой я уже во многих организациях просто всем надоела, да, это состояние нашей школы. То есть наши дети, да, очень активные, они везде принимают участие, и в олимпиадах, и в спортивных мероприятиях, не только на уровне республики, но и на уровне России, да. Но я прошу просто вас всех, приглашаю в гости в нашу школу, посмотрите условия. Со стороны, скажем, улицы, да, ведется работа, мы очень благодарны, да, в этом году, вот недавно, нам открыли площадку, да, это очень важно для младших школьников, то есть как-то в переменные или до уроков, после уроков, да, они могут там провести время. Также облагоустроили, вот грант выиграли тренажеры, то есть не только же, получается, школьники на них могут заниматься, но и жители, то есть наша школа постоянно открыта для этого, да, но придите в школу, что нам говорят? Недостаточно финансирования, да, Сергей Артемович бьется просто, да, мы как родители пытаемся ему тоже помочь, да, наша работа ведется, но вы знаете, ВОЗ не там. 2 года назад, да, к нам приходил и Жандоров, была вот общественная комиссия, вот с Туярой Валерьевной, да, но ВОЗ ныне там. То есть, смотрите, какая-то вот небольшая часть, да, ведется, то есть вы видите, у нас теперь красивый холл, да, и все. Если копаться глубже, да, это сантехника, все. Школа очень старая. Просто, понимаете, это для детей, это очень как бы, ну и эстетическое воспитание, да, потом само отношение, как оно должно быть. Если школа наш дом, да, посмотрите, каков наш дом. Наш дом требует именно хорошего финансового вложения, специалистов, именно квалифицированных, которые не просто вот выиграли тендера, вы же все прекрасно понимаете, и мы тоже, да, как это все происходит. То есть, чтобы был жесткий контроль за школой, не только в качестве нашего директора, мы просим помощи вот именно от управы, да, от города, чтобы наша школа была достойна, чтобы каждый хотел учиться в нашей школе, не только потому, что у нас хорошие педагоги, замечательные ученики, хороший директор, но и чтобы хотелось находиться в данном помещении. У меня, собственно говоря, все. У вас ремонт был 3 или 4 года назад. Почему тогда не контролировали? Вопрос. Я хочу. Тогда я ужасалась просто, какой контроль был со стороны родителей школы. Ну ладно, сейчас я для общего сведения хочу сказать. Мы вопрос о материально-технической базе школ вообще хотим на нашей общественной палате ставить. Потому что некоторым школам за 20 лет, как капремонт, какое содержание, вот вы правильно поставили, поэтому этот вопрос тоже будет озвучен. Можно? Это случилось несчастье вот, на озере Губино, и он, спасая детей, погиб. Вот. И мой муж добивается, чтобы он достойный, мы Губинский округ наш, да, и вообще... Вам нужен памятник? Да, памятник, чтобы поставили ему и честь Владимира Сергеевича Губина. Обоими руками за, соответственно, вы куда обращались? Он обращался к депутату Никитину. Никитина, да? Да, он так сказал. Он вроде согласованности идет, а вот дальше не продвигается. А вы не пробовали подавать на грант, в народный бюджет хотя бы? Да, нет, я только Потому что я, соответственно, я как член конкурсной комиссии поддержу этот любой памятник, да? Я больше могу сказать. Можно? Да? Я очень рада, что я вас встретила, Нина Егоровна, что именно ваш супруг знал Володю Губина. Я Алена Игоревна Юсупова. У нас площадка есть, да, на Зеленка 26/1. Заборчики маленькие, все построение очень старое, все так вот, ну, разваливается. Песок общий, там собаки, кошки, и следует беседка. Там каждый вечер молодежь, и там такие сидят, пьют, курят, харкают, а там тут дети играют. Ну, как-то обновить надо будет площадку и поменять, брать вообще эту беседку. Очень хороший вопрос. Кратко, емко, да? Там у меня дети маленькие, они играют, я многодетная. Алена Игоревна, фамилия ваша как? Юсупова.
Это 26/3, это 26/1. 26/1. Там график Понский дом стоит, вот это вот наша площадка, и вот так постоянно машины едут. Каждый раз. Надо, конечно, брать ее вообще. По площадке вот это когда у них вопрос может решиться? Ну, на следующий год Следующий год. заложено, да. Просто единственное, Алене Игоревне нужно будет в следующем году опять же к нам обращаться, чтобы вы могли, когда будут принимать акт приемки делать, как жители могли тоже в этом участвовать. А так у нас... Создавайте точно инициативную группу. Расскажите, пожалуйста, какие, ну, не просто пришли послушать, да, соответственно, вот расскажите о деятельности в плане вот, участковой полиции, да, на территории Губинского округа и строительного, допустим. И конкретно по Бодливой козе. Какая работа проводится со стороны полиции? По Бодливой козе мы встречались с руководством, проверяли вот их деятельность. И даже вот совместно с прокуратурой, да, закрывали вот эту Бодливую козу. Так как у них не было вот этой лицензии на продажу алкогольных продуктов. Ну, это получается, у вас работа же постфактум идет, да? А вот профилактическая какая-то работа идет, то есть, допустим, там проверяют документы или на то, что там, кто там ходит, соответственно, да? Или может там в розыске люди, там, или там несовершеннолетние явно ходят, да? Такую работу полиция проводит на месте там? Или вот только уже после событий каких-либо? Там подрались, полиция едет разбираться. Почему проверяем? Проверяете? Мы будем верить на слово. А... Ну, со своей стороны, вот такие глобальные вопросы, это со своей стороны участковые работают. Мы проверяем, периодически ходим, там, общаемся, контролируем. Там. Вы участковый каких домов? Или вообще округа, да? Да. Работаете вот тут в первом, правильно? Да. А вы посещаете, вот, допустим, жильцов своих, вы знаете их всех? И, допустим, я, да, живу через дорогу. Я, правда, отношусь к Губинскому округу, да? Живу Дзержинского 9, да? Строителем, да. Я буквально недавно ругался, да, с тем, что у меня там посуточно сдается квартира внизу, да? Я своего год ругаюсь, это я человек, который могу, да? Я участкового, там висит на доске объявления, да, что там какой-то участковый у нас есть, да, я ему звоню, телефон всегда отключен, да? Вот именно. Да. Это уж точно никогда не И участкового этого, пока там я сам не пошел и подрался с ними, до вас довести, вы получаете до руководства своего, то, что мы намерены проводить, скажем так, общественный контроль деятельности полиции, да, соответственно, на предмет того, что действительно ли там проводятся какие-либо патрули, да, потому что митинги были у нас когда в августе, да, после этого там человек десяток еще после этого еще побили. Хотя там полиция и прокуратура тоже отвечала, то, что там, соответственно, все под контролем, получается, да, все хорошо, но из этого, получается, ничего хорошего не происходит. Как, есть такая информация, что вот эта вся известная драка, которая была в судгородке, да, которую по всем каналам показали, это тоже, соответственно, изначально конфликт был там, вот, как в Бодливой козе изначально был. Потом они, соответственно, уже переместились в судгородок, и, соответственно, пришла такая всероссийская слава на